Уважаемые коллеги, тема моего выступления — родные языки, в татаро-башкирском пограничье по данным переписи населения 20-го, начала 21 веков. Надо сказать, что, как вы все знаете, на октябрь 2020 года был намечено проведение третьей всероссийской переписи населения. Однако Ой, вот, алло? Алло. Алло? Мы вас слышим, но не очень хорошо. Может быть... Ага, вот сейчас нормально? Да, сейчас хорошо. Ага, хорошо. Из-за вот этой пандемии было перенесено сроки проведения сначала на апрель этого года, потом сентябрь, и совсем недавно на октябрь 2001 года. И вот эта долгая процедура подготовки накануне вот этой переписи, конечно, сказывается на общественно-политической ситуации в регионе, не только в регионе, нашем регионе. Алло? Алло, слышно, да? Алло. Да, слышно, слышно. Ага, вот так слышно, лучше, может быть, без микрофона. Слышно так, да? Слышно, говорите. Да, Республика Башкортостан, но, как вы все знаете, Республика Башкортостан является одной из республик, где переписи населения и вообще эта статистика еще в советскую эпоху в значительной степени была политизирована, а уже в постсоветское время стала одним из важнейших факторов общественно-политической жизни. Мы анализировали, я, в частности, постоянно занимаюсь этим, переписной кампанией 79-го года, 89-го года, потом и постсоветской переписи 2002-2010 годов. Они свидетельствуют о том, что результаты текущей политики всегда влияли на численное соотношение проживающих народов, прежде всего татар и башкир, именно в пограничной зоне. Так. В данной ситуации тоже, как вы знаете, в октябре 2018 года в Башкирии сменила власть. Прежний глава республики Рустам Хамитов был отправлен в отставку, а исполняющим обязанности главы республики стал Радик Кадыров. Уже тогда тоже местные... Это с его стороны, видимо, проблема, да? Извините. Алло. Алло. Да, слышно, слышно, говорите, говорите. Сейчас слышно, да? Да, говорите, говорите. Ага, извините, пожалуйста. У части экспертов есть опасения, что официальная этническая статистика по итогам предстоящей в этом году переписи вновь в значительной степени может зависеть от позиции руководства республики, от его возможных установок на получение нужных цифр. Мы считаем, что корни этих проблем, татаро-башкирских проблем, лежат в истории. Данные первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года показывают, что вопрос о родном языке свидетельствует о том, что самым многочисленным этносом Уфимской губернии были башкиры. Это данные официальные, 41%, около 900 тысяч человек. При этом башкиры составили большинство населения именно в пограничных северо-западных, Белебеевском 54% и Бирском 53% уездов. В других уездах башкир было поменьше, они занимали второе место, но все равно они значительное место, одну треть занимали. Второе место по численности Уфимской губернии занимали русские, 38% населения. В то же время по переписи этого года, 1897 года, численность татар, людей, считавших родным языком татарский, составила всего 8%, чуть больше 8% от всего населения. Их численность в пограничных в Бирском уезде не превышала 1%, а в Уфимском уезде 1,2%. В Стерлитамакском чуть больше было 6%, в Белебеевском 11%. В самом западном уезде Уфимской губернии, в Мензелинском, их процент составлял 28%. Надо сказать, что, однако, еще в середине 19 века, то есть менее чем за 50 лет до проведения первой всеобщей переписи населения 1897 года, башкир губернии, Уфимской губернии составляло не более 300 тысяч человек. Как вы знаете, Уфимская губерния была образована в 1865 году. В течение второй половины 19 века
численность башкир вдруг взлетает в 3 раза, составляет около 900 тысяч человек. То есть резкий рост происходил. Причина этого феномена, по мнению академика Кузеева, заключается в особенностях учета населения в ходе переписи 1897 года, в том, что ее итогах в составе башкироязычного населения были учтены не менее 300-350 тысяч дегтярей и мишарей, фактически носителей родного языка, родного татарского языка. Дальше уже, однако, уже... Ой, извините. Однако уже в начале 20 века данные официальной статистики по этническому составу населения губернии меняются и становятся более объективны, отражающие реальные этнографические языковые процессы. Вот я здесь вам, вашему вниманию таблицу представлю. Вот динамику башкироязычных, татароязычных и русскоязычных башкир в общей численности башкир в республике, начиная с 26 года по 89 год. Вот. И вот по 26 году уже видно, что картина, этническая картина уже более объективной становится. При этом 46% башкир, особенно это в Западной Башкирии, своим родным языком посчитали татарский, при этом 54% башкирский. Доля башкироязычия, если брать именно по родным языкам, то тоже здесь, как вы видите, динамика такая, что доля башкироязычного населения, она составляла где-то 13% в 2006 году и в 1989 году чуть более 16%. Что касается динамики численности населения с родным татарским языком в Башкирии, то она тоже уже стабильная была в советское время, с советских времен. Она составляла где-то примерно 1/3 населения. Она не менялась даже в постсоветское время. Вот я специально здесь сначала остановился на советских переписях. В 1926 году доля татароязычного населения была 34%. Вот она оставалась, ну где-то 1/3 оставалась всегда в советское время. Вот. Ряд башкирских ученых этнографические процессы в Башкирии в 20 веке назвали трагические для башкирского народа. Выдвинули тезис о необъективности данных или этноязыковой ассимиляции башкир татарами. Назвали их основными причинами чрезвычайно медленного демографического роста башкирского населения за 100 лет. Мы задаемся вопросом. 8% татароязычного населения Уфимской губернии, по данным 1897 года, могли ли ассимилировать 45% башкироязычного населения, тем более за столь короткий срок, уже в 1926 году. Разумеется, не могли. Это просто и даже теоретически невозможно. Дело в том, что национальное пробуждение в начале 20 века и образование национальных территориальных образований БАССР в 19 году Малой Башкирии и Большой Башкирии путем присоединения Уфимской губернии в 22 году и образование ТАССР 100 лет назад, в 2020 году, способствовали довольно быстрому этническому и языковому самоопределению населения татар и башкир в рамках своих народов. Вот. И сейчас обратно. Так, извините. Да. Как обратно вернуть? Ой, извините. Просто туда-сюда двигать стрелками. Ага. Вперед, назад. Сейчас все. Ага. Да не торопитесь, время есть, время есть. Ага. Феномен постсоветских переписей заключается в том, что происходит очень быстрый скачкообразный рост численности, по данным, официальным данным, башкирского народа на 357 тысяч человек и обвальное падение численности татар на 130 тысяч человек. Но при этом, об этом много написали, я тоже писал, но при этом данные по родным языкам, в том числе и по переписи 2002 года и по переписи 2010 года, очень остаются похожими на данные предыдущих переписей. То есть доля татароязычного населения с родным татарским языком остается где-то на прежнем уровне, то есть где-то 1/3. Вот здесь я представляю таблицу динамика распределения населения республики по родному языку. Вот,
вот видите, да, здесь по переписи населения 1989 года 31%, в 2010 году немножко уменьшение произошло. Татарский процент, доля людей, которые признали татарский язык родным, где-то 27% составила. Мы наблюдаем небольшой рост численности, то есть доли носителей башкирского языка с 16% до 22%. Русский остается стабильным, русский родной язык. Вот. Дальше мы проанализировали данные микропереписи, которые 5 лет назад прошло. Они показывают еще более убедительную картину. Татарский язык посчитали родным языком 30% населения. Русский также остается где-то 44-45%. Башкирский родной язык посчитали 19%, чуть больше 19% населения. То есть, если мы наблюдаем сильные зигзаги по этническому составу населения, особенно последние постсоветские и постсоветские переписи, то по родным языкам ситуация остается стабильной. Отдельный вопрос северо-западный диалект башкирского языка или средний диалект татарского языка. Очень сильно этот вопрос актуализировался в последние годы. Произошла резкая политизация вопроса накануне всероссийской переписи населения. Я в тезисной форме только обозначу эту проблему. Она и в дальнейшем, видимо, будет сказываться в общественно-политическом жизни республики, не только республики. Вот. Но если будут вопросы, я готов отвечать. Вот. Яблоко раздора – это общая история на единой территории. Часто противоборствующие стороны, так я условно называю, для обоснования своей позиции прибегают к далекой истории, архивным документам 17-19 веков, и каждый из них интерпретирует эти факты уже по-своему. Через СМИ и социальные сети вбрасывается версия о том, что татары – это искусственная национальность, сборная и разных народов, мишарей, киптерей, кряшин, сибирских татар, башкир, нагаев и так далее. С другой стороны, башкиры считаются, что то есть такие люди, которые считают, что башкиры это революции не были народом, это сословие. То есть вот таким образом нагнетается такая вот конфликтная ситуация. Также ожесточенные споры возникают вокруг этнического происхождения известных деятелей прошлого и настоящего, просветителей, ученых и так далее, таких как, например, генерал Шеймуратов, поэт Бабич, просветитель Гали Чахары и так далее. Даже певцы Хания Фархи, Салават Фатхадинов и так далее. В общем, это тоже не очень, скажем так, позитивный информационный фон создает. И, наконец, выводы и рекомендации. Пример татар и башкир на территории Западной Башкирии, в пограничной зоне с Татарстаном, с татарами, башкир-татар, свидетельствует о том, что между ними нет этнокультурных различий. Невозможно провести языковую, культурные границы. Водораздел проходит только на уровне самосознания. Однако на республиканском уровне есть конкуренция между активными блогерами, этноактивистами, которые часто будируют вопрос об этнической принадлежности населения татаро-башкирского пограничья. На мой взгляд, на проблему должны более пристальное внимание обратить руководители наших республик Башкортостана и Татарстана, совместно предложив позитивную альтернативу в противовес сложившемуся в последние годы негативному информационному фону. И надо сказать, что до сих пор эскалация межэтнической напряженности в определенной степени способствует сам инструментарий переписи. Если переписи населения вызывает такой не очень хороший, нездоровый, скажем так, ажиотаж, надо, конечно, предусмотреть, исключить по возможности вот эту напряженность. Я считаю, что то, что Росстатом в прошлом году было принято решение учитывать многоуровневое самосознание, первая, вторая национальность или первая, вторая, третья языки, будет способствовать вот именно в пограничных зонах некоторому снижению этой напряженности. Люди на местах не делят себя на башкир и татар, живут дружно, родной язык у них единый, общий, культура, вера и земля у них тоже общие. Однако ведущая сегодня информационная пропаганда через официальные СМИ, в том числе, к сожалению, не проходит бесследно. Постепенно формирует стереотипы врагов между башкирами и татарами. Но, безусловно, в этой сфере велика роль управленцев, отвечающих за сферу межнациональных отношений. Они должны не только осознавать опасность, но и приложить усилия, чтобы разрядить ситуацию, предложить позитивную альтернативу.
И руководители республик обязаны владеть всей полнотой информации и высказывать четкую свою позицию, что альтернативы согласия и добрососедства нету. Я вот как человек, который занимается этнологическим мониторингом долгие годы, могу проследить, что в последнее время именно шкала напряженности растет. И мы должны предпринимать усилия, чтобы эксперты помогать управленцам, чтобы вот эту напряженность снять, в том числе и в этноязыковой сфере. Спасибо. Спасибо за внимание. Слышно, да? Большое, Слышно. большое спасибо, Ильдар Эфенди. Действительно, правильно вы отметили, что, конечно же, вот эта политизация вопросов, связанных с языком, с диалектами и так далее, это, я считаю, ну и многие коллеги, думаю, с этим согласятся, это контрпродуктивно, и нам, в общем, с нашими башкирскими друзьями нечего делить, и это очень ярко видно на нашем общем историческом прошлом, на тех персоналиях, о которых вы говорили. И я в этом вижу, вот в этой политизации, я вижу, кроме всего прочего, стремление отвлечь нас от каких-то реальных, продуктивных совместных дел. Да, вот вы сказали, что есть споры о том, что кому принадлежит Реза Фахрудин, татарскому народу или башкирскому народу. Мне посчастливилось недавно быть на могиле Резы Казы, который, в общем, личность российского масштаба и имеет значение для всех мусульман России. Может быть, вместо того, чтобы делить, кому он принадлежит, может быть, вместе нам собраться, объединиться и привести могилу великого мусульманского деятеля российского в порядок, да? Потому что то, в каком состоянии сегодня находится могила вот этого, безусловно, выдающегося деятеля, это, конечно, позор и для башкирского народа, и для татарского народа. Может быть, вот таким образом нам общими какими-то делами доказывать, что мы имеем отношение к наследию этих людей, а не какими-то там политическими манипуляциями или какими-то околонаучными делами.